Как и почему ты оказался на специальной военной операции? В 24 году собрались с другом детства вместе, посчитали, что здесь от нас больше будет пользы. Мы выполним свой долг, как говорится, перед Родиной. А можешь вспомнить вот свои первые ощущения, когда вот ты в первый раз заехал, ну, может быть, уже на ЛБС? Первые ощущения были, конечно, куда я попал. В 24 году довольно-таки много было и камиков, и прилетов. То есть мы сначала, конечно, опешили, но потом быстро взяли себя в руки и начали, как говорится, выполнять свой долг, сбивать, уничтожать. И так через полмесяца я уже попал в саперное подразделение, и работа началась. Ты уже довольно давно здесь. Есть что-то, почему или по кому ты больше всего скучаешь в гражданской жизни? Ну, конечно, у всех есть мамы, родители, папы, семьи. Очень скучаю. В частности, по дочке скучаю, по жене скучаю, по маме. У тебя уже были мысли, планы насчет того, что ты сделаешь в первую очередь, когда вернешься домой с победой? Мысли-то есть, но желательно их так далеко не загадывать, не строить планов. Потому что все мы прекрасно понимаем, где мы находимся. Ну а так, конечно, в первую очередь, как говорится, обнять своих родных и близких и поехать отдыхать. И такой еще вопрос. Что вот лично для тебя значат слова патриот и патриотизм? Для меня лично это безопасность близких, безопасность вообще нашего государства, чтобы пока мы здесь, они спали спокойно, жили спокойно. То есть патриотизм, на мой взгляд, это прежде всего, когда ты заботишься о безопасности своих близких, друзей, соотечественников, которые находятся сейчас в России. Когда ты вернешься домой, если кто-нибудь спросит: Ефим, а зачем все это нужно было? Что ты ему ответишь? Ну, это очень сложный вопрос. У каждого человека, как говорится, на такой вопрос, наверное, свой ответ. Но для меня в первую очередь это долг перед Родиной, как мужчина.